Вслед за вирусом южнее в республику пришел силевой поток. Лейлекский район, кадр непосредственно в момент стихии. Снимают очевидцы. В первые мгновения даже не осознают масштаб надвигающейся катастрофы. После проливного дождя с градом образовавшийся бурлящий поток воды продолжил сносить все на своем пути. Дороги и ограждения, дома и сельхозполя в одночасье оказались под водой. За неделю это уже второй катаклизм. 29 апреля в Лейлекском районе прошел смерч. От него пострадали крыши десятков зданий. Ну а погибших не сообщали. МЧС 1 мая опубликовала видео смерча. Сообщается, что пострадали 33 жилых домов и 7 школ. Природная стихия оставила без электричества тысяч абонентов в городе Исфана, сельских управах Тоғызбұлақ, Маргун, Лейлек и Катран. 2 мая распоряжением главы государственной администрации Лейлекского района на территории города Исфана и в 4 сельских округах был введен режим чрезвычайной ситуации. После проливного дождя силевые потоки затопили улицы Дадасян, Восточная строительная в городе Исфана. На участке Джангаконгуш 4 дома и огороды 10 домов. Подвал детского сада Арчабешик, жилой дом на участке Катар, села Карадүбі. Здесь у нас было предприятие, мы занимались производством пластиковых окон и дверей. Рядом мой дом, пока весь ущерб еще не посчитали. Очень жалко. С одной стороны, самое главное, конечно, что мы здоровые, дети не пострадали. Некоторые клиенты должны забрать свои заказы после карантина. Но, как видите, что осталось заберут, остальное смыло водой. Усен Кошматов расчищает свой двор. Это последствия града. Должен успеть до вечера. Домой придут дети и жена. Они были экстренно эвакуированы в момент природной стихии. Да, тут около 1 метра. Двери дома закрыты, все завалило, открыть невозможно. Пострадали деревья. Теперь все это нужно за короткое время расчистить. Жить-то негде. По информации правительства, ущерб оценен в 69 миллионов сомов. Известно, что соответствующим органам поручено за короткие сроки ликвидировать последствия силевых потоков. Какая помощь будет оказана пострадавшим, пока не сообщается. Это уже 2-й раз, когда из-за сильных силевых потоков вводится режим чрезвычайной ситуации. После стихии специальные службы трудились здесь всю ночь. Необходимо было все подсчитать, узнать, нет ли пострадавших людей. В зоне подтопления оказались административные здания и жилые дома. В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий селя и установлению размера нанесенного материального ущерба. Электроснабжение уже восстановлено. Накануне вице-премьер-министр Акрам Мадумаров посетил Лейлекский район, осмотрел пострадавшие здания и жилые дома. Тем временем МЧС объявила штормовое предупреждение на 4-7 мая. В ближайшие 4 дня ожидается неустойчивая погода. На большей части территории временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В отдельных районах Ошской, Джаллабадской, Баткенской областей осадки интенсивные. Кубат Хончпекулы, Диас Сакимбаев, НТС.